Здравствуйте. Судебный пристав города Лениногорск. Такой поздний визит к тем, кто припозднился с переездом. Для аварийщиков, что продолжают самовольно жить в ветхих опасных домах, это уведомление – последнее предупреждение. Дальше штраф и принудительный переезд в безопасное место, свои новые квартиры в новостройках. Приезжаем по адресу вместе с представителями исполнительного комитета, в данном случае они являются взыскателями, проводим исполнительные действия по скрытию помещения, из которого должник должен быть выселен, описываем данное имущество и перевозим в то помещение, которое указано в исполнительном документе, куда должник должен был переехать добровольно. Сейчас у зеленодольских приставов 134 таких исполнительных производства. В минувшие выходные, несогласные с условием переселения, вышли на митинг. Не надо молчать, товарищи! Не подписывайте никакие ипотеки! Вы никогда не расплатитесь! Никогда! Зачем надо было столько домов признавать аварийными? Признали бы столько, сколько потянут, и расселили бы без вложений собственников. Всего по Зеленодольскому району аварийными признали 190 домов. Каждый прошел экспертизу, есть судебные решения. Как констатируют специалисты, износ доходит до 70%, уже были обрушения. Есть действительно, когда вот фундамент рушится, когда достаточно появляются большие щели, там может крыша обрушиться. Там ведь признание аварийным тоже идет не только там по одной какой-то, то, что обои чуть-чуть отклеились, все на аварийные. Там ведь есть свои критерии, то есть от износа там многих элементов здания и зависит, что он аварийный. Это переселение проходит по масштабной программе. На нее в Татарстане выделили более 5 миллиардов рублей. По ней в новое жилье переехали более 20 тысяч человек. То есть абсолютное большинство аварийщиков. Вот у нас трехкомнатная квартира. Здесь у нас кухня. Одна из таких счастливых семей – чита Ивановых. Они переехали из трешки в трешку, при этом прибавили 9 квадратов. Плюс в квартире уже была чистовая отделка. Жили мы на первом этаже. Ну, в целом тоже квартира была неплохая, но старая есть старая, холодная, первый этаж. А здесь уже требуется большого ремонта в той квартире, требовалось. Но здесь у нас 73 квадрата. Я считаю, что лучше вкладывать деньги в новую квартиру, платить за новую квартиру, чем вкладывать в старое жилье. Неизвестно, сколько оно там еще простоит. Сейчас в Зеленодольске за свое небезопасное жилье держатся 82 семьи. Оставшись квартировать в опустевших домах, они рискуют нарваться на мародеров. Есть дома, которые проживают 2-3 семьи. То есть, действительно, в данных домах уже проживать опасно, так как уже есть, залезают мародеры, то есть, и поэтому граждане к нам обращаются, и им предоставляется жилые помещения маневрного фонда Зеленодольского муниципального района для временного проживания и дальнейшего уже переселения в дома, которые они уже переселяются по программе. Как объясняют в Минстрое Республики, противиться переселению глупо. Иного пути, как свою квартиру в новостройке, нет. Придется покинуть помещение всем семьям, которые остались и проживают в аварийном жилье. Эта ситуация неизбежна. Работа ведется только по жилым домам, которые реально являются аварийными. Мы, как власти, обязаны обеспечить безопасность этих граждан и переселить их в те новые квартиры, которые построены для них. Как добавляют в Минстрое, никого на улицу не выгоняют. За всеми аварийщиками закреплены новые квартиры. И это не только Зеленодольск. По соципотеке можно переехать и в Салават-Купыре. Кстати, уже готовится и федеральный законопроект, который поможет получить льготу тем, кому социальная ипотека не по карману. Дмитрий Айринин, Алмаз Зиединов, 7 дней.